В год заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья, естественно, основная задача – это привлечь внимание, помочь. Именно об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Как помогают в Республике Башкортостан, что делают и что планируется еще сделать? Так, с нами в студии Айгуль Комарова. Это начальник отдела развития социальной реабилитации инвалидов и доступной среды Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Айгуль Ильясовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот сегодня у нас такая обширная тема, о ней мы каждый раз говорим много, но сегодня есть еще повод для того, чтобы обсудить, потому что у нас 2024 объявлен годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Я, может быть, задам вот первый вопрос, он будет такой обширный, на который вы можете отвечать все 13 минут, но тем не менее. Айгуль Ильясовна, что сегодня делается в Республике Башкортостан для того, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями здоровья? Благодарю за вопрос, Роза. Да, действительно, тема реабилитации, вообще тема поддержки инвалидов, она очень обширна, она актуальна всегда и будет актуальна и в будущем, поскольку в силу нынешних обстоятельств количество инвалидов у нас в республике увеличивается и растет общее количество детей-инвалидов, что самая, так скажем, печальная статистика. Именно поэтому, наверное, с целью привлечения внимания и консолидации всех наших ресурсов главой республики 2024 год объявлен тематическим годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. В этой связи правительством республики принято распоряжение, которым утвержден состав Организационного комитета, утвержден план мероприятий соответствующий. План мероприятий у нас включает более 150 мероприятий, 153 мероприятия. И он, соответственно, разбит на определенные блоки и направления. Это и охрана здоровья, это и спорт, это и образование, трудоустройство, это и законодательная инициатива, и, естественно, поддержка семей участников СВО, в том числе участников СВО. Но принятие вот этого плана, это не значит, что мы вот в этом году реализуем какие-то мероприятия, да, а потом все, об инвалидах забудем и не будем ничего делать. Естественно, тема поддержки инвалидов, она актуальна будет и после завершения года заботы. И у нас в республике система поддержки, она охватывает весь спектр жизни инвалида, начиная от детства и заканчивая, естественно, старческим возрастом и старше. И старше, да. Что касается именно поддержки, как у нас выстроена поддержка в республике, она, наверное, больше разбита на определенные блоки. Да? Это и медицина здесь подкрепляется, да? То есть это медицинская реабилитация, к примеру. Да? Это и образование, то есть все наши коррекционные школы, это наши ресурсные классы, ресурсные группы в детских садах. То есть это все направлено на поддержку людей с ограниченными возможностями, людей с инвалидностью. По линии нашего министерства у нас есть сеть реабилитационных центров для детей-инвалидов, в которых осуществляется реабилитация не только, кстати, детей-инвалидов непосредственно, но и детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья необходимо какое-то проведение реабилитационных мероприятий. После, как говорится, после образования, обучения, да, какой-то реабилитации, соответственно, идет трудоустройство и какая-то подготовка, вернее, к трудоустройству. И у нас в рамках плана мероприятий включено такое мероприятие, как открытие мультицентра социально-трудовой реабилитации. В сентябре у нас планируется это как правильно очень масштабный проект. Масштабный проект, реализация этого масштабного проекта. Мы к нему шли несколько лет, и вот наконец-таки в сентябре будет состоится открытие. Мы надеемся, что мы сможем повторить опыт Ленинградской области, потому что мы это взяли, мы не придумали его сами, мы взяли на примере области Ленинградской области, но при этом какая-то изюминка будет в том числе и у нас. В части социальной реабилитации у нас в этом году
мы с марта месяца планируем начать выдачу сертификатов на реабилитацию. Вы, наверное, знаете тему сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов, которые у нас с 2019 года есть в республике. То есть это именной документ, благодаря которому ребенок-инвалид, получивший этот сертификат, может получить реабилитационные услуги на базе негосударственных и муниципальных организаций. То есть это различные частные медицинские центры, это различные какие-то индивидуальные предприниматели, занимающиеся реабилитацией, это санатории, у которых есть негосударственная форма собственности. То есть все они оказывают реабилитационные услуги по данному сертификату. И вот этот опыт мы решили наконец-таки пролонгировать, так скажем, на наших взрослых инвалидов, потому что, к сожалению, взрослые инвалиды наши в республике, они были немножко, так скажем, не обеспечены реабилитационными услугами в полном объеме, как это требует система именно комплексной реабилитации. У нас в республике, к сожалению, есть такая проблема, что нет государственного реабилитационного центра для инвалидов, но мы над этой проблемой работаем, естественно, и вот чтобы каким-то образом осуществлять эту реабилитацию, мы приняли решение, и Радий Фаритович ее поддержал, и, соответственно, вышло постановление правительства именно о предоставлении сертификатов на реабилитацию. С марта мы планируем уже возобновить выдачу. Сейчас мы проводим организационные моменты, то есть мы формируем реестр поставщиков, который будет реализовывать эти сертификаты. С МФЦ отрабатываем механизм, как чтобы в отделениях МФЦ можно было принимать заявления, потом на основании этих заявлений, соответственно, мы уже будем принимать решения. Кстати, в рамках этих сертификатов мы будем обеспечивать не только инвалидов сертификатами, но и в том числе участников специальной военной операции. То есть мы комплексно подходим к этой проблеме, к решению этой проблемы, и, соответственно, будем их реабилитировать. Вот на что социальный сертификат, на что его можно пустить, где его можно реализовать? Принцип реализации, он, в принципе, остался такой же, как у детского сертификата. То есть это те же негосударственные, не муниципальные организации, действующие у нас на территории Республики Башкортостан. Мы в планах, вернее, не в планах, а по поручению главы республики проводили мониторинг соответствующий, кто у нас может вообще реализовывать эти сертификаты. У нас на территории есть как минимум 21 санаторий, у которых есть, кстати, негосударственные, так скажем, подразделения, которые могут реализовывать эти сертификаты. Плюс у нас есть 12 потенциальных негосударственных организаций, это частные различные медицинские центры, которые также вполне могут реализовывать эти сертификаты. А уже есть определенная сумма сертификата? Да, сертификат у нас взрослый будет стоить 52 тысячи рублей. 52 с копейками, да, то есть это довольно-таки хорошая сумма. Очень хорошая сумма, да. То есть это, в принципе, стандартный заезд в санаторий. Стандартная путевка в санатории 52 тысячи. А как ее можно будет получить? Получить ее можно будет, подав заявление в отделение МФЦ. При этом нужно будет приложить, соответственно, определенный перечень документов. Это индивидуальная программа реабилитации, это справка об инвалидности, это, естественно, паспорт. И самым главным документом, наверное, является то, что справка об отсутствии противопоказаний на получение реабилитационных услуг. Потому что есть такие формы заболеваний, при которых реабилитация не рекомендуется. Поэтому вот эта справка, она очень важна. Рассматривать заявление будут в течение 15 календарных дней. По итогам будет принято решение либо предоставлять сертификат, либо не предоставлять сертификат. Соответственно, гражданин будет уведомляться и по итогам либо получит, либо нет, не получит сертификат. Вместе с сертификатом гражданину, поскольку мы сейчас формируем реестр поставщиков, мы будем предоставлять ему выписку из этого реестра о том, где он может реализовать свой сертификат. Соответственно, гражданин уже обращается по выбранному ему из реестра организацию, и ему там оказывают услуги. По итогам мы этой организации уже будем предоставлять субсидию и возмещать те расходы, которые он потратил на реабилитацию этого инвалида. Айгуль Ильясовна, я знаю, что помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, инвалидам, оказывается. Как можно ее получить? У нас создана такая служба, специалисты, социальные координаторы. Социальные координаторы, да. Сейчас она немножко переименована в службу социальных участковых, поскольку социальные координаторы – это служба
создана при Фонде «Защитники Отечества». Ранее у нас наши социальные координаторы также назывались социальными координаторами, но ввиду того, что при Фонде «Защитники Отечества» появились свои социальные координаторы, мы, так скажем, своих переименовали в социальных участковых. И да, на территории каждого практически района у нас есть специальный специалист, это социальный участковый, который может оказать содействие при оформлении различных документов, оказать консультативную какую-то помощь, да, при получении каких-то услуг. То есть вот этот вот механизм получение вот этого вот комплекса услуг, его можно осуществить с помощью социального участкового. То есть если гражданин не знает, куда ему обратиться, какой документ ему нужно, он может обратиться к социальному участковому, и тот соответствующе окажет ему услуги. Они у нас располагаются на базе наших стационарных учреждений, психоневрологических центров, домов-интернатов. То есть телефоны и адреса у нас на сайте министерства они указаны, можно в любой момент обратиться и по месту жительства получить соответствующую консультативную помощь. Айгуль Ильясовна, мой следующий вопрос вытекает из названия вашей должности, да, из наименования. И он такой вот обширный и такой, мне кажется, что почти философский. Он будет, наверное, всегда. Доступная среда. Насколько сейчас у нас доступна республика? Насколько сломаны эти барьеры? Ну, доступная среда – это, да, действительно очень обширный и очень, не то чтобы сложный, но он в некоторых моментах проблематичный вопрос. Ну, все мы с вами понимаем, что наша программа «Доступная среда», которая у нас принята, да, в республике, она действует у нас с 2011 года, ну, потом она, естественно, продолжалась, пролонгировалась. Она не может охватить всю инфраструктуру. То есть, если в рамках доступной среды государственной программы мы обеспечиваем доступность объектов социальных инфраструктур, это, допустим, больницы, допустим, да, школы, дома культуры, спортивные как объекты, то, к сожалению, на сегодняшний момент в рамках доступной среды мы не охватываем те же самые объекты торговли. Магазины, допустим, да, банки тоже не охватываем в рамках госпрограммы. В соответствии со 181 федеральным законом о социальной защите инвалидов, конечно, все организации и предприятия обязаны обеспечить условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Но все равно мы встречаем такие факты, что ненормативный пандус, к примеру, да, если у нас пандус должен быть под определенным углом, то как в Уфе, так и в районах республики у нас встречаются такие пандусы, где, ну, инвалиду просто физически невозможно по нему забраться или спуститься. В то же время наша любимая тема – это наши бордюры. Да, которые, если, допустим, в центральной части Уфы они еще как-то приведены в соответствии с нормативными стандартами, то если мы выезжаем за окраину, то здесь уже немножко вопрос более такой к работе, следует его принять, так скажем. Если в рамках доступной среды рассматривать всю инфраструктуру, то, к сожалению, мы, наверное, пока не сможем охватить всю республику и сказать о том, что вся республика у нас 100% доступна, но это было бы неправильно сказать. Поэтому я не могу сказать такого. Но, тем не менее, я скажу, что доступная среда действительно у нас есть. И крупные социальные объекты все-таки сейчас уже строятся с учетом интересов именно инвалидов. Мы в этом убедились, когда с Ириком Зариповым выезжали в центр спортивной подготовки. Там просто везде можно было легко проехать на коляске вплоть до бассейна. И вот за это... И тогда мы с ним все-таки сделали такой вывод, что наверное, вот именно Олимпийские игры в Сочи сыграли такую роль, что у нас в головах поменялось отношение именно к инвалидам. И это был один из ключевых моментов. Да, в этом я с вами полностью соглашусь. Сейчас у нас действительно отношение к инвалидам, оно кардинально меняется. То есть, если раньше мы наблюдали такую картину, что инвалиды в большинстве своих случаев это были, ну, честно говорить, да, забитые жизнью, так скажем, домочадцы, которые никогда никуда не выходили, ничего не видели, то сейчас мы зачастую наших инвалидов можем спокойно встретить на улице, да, спокойно. Это полноценные члены общества, которые еще фору дадут тем, у которых нет каких-либо видимых ограничений. Айгуль Ильясовна, спасибо вам огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали. Я думаю, что в этом году мы с вами еще не раз увидимся. Конечно. И вы нам расскажете такие чудесные новости. Например, как о том, что теперь сертификат можно получить и людям в возрасте. Спасибо огромное. Благодарю. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью».